При этом тот самый гарантированный трансферт из Национального фонда в 2026-2028 годах останется на одном уровне по 2,7 триллиона тенге ежегодно. У государства всегда, обычно, расходов больше, чем доходов. Посмотрите на те же самые развитые западные страны. Почти у всех дефицит бюджета. В той или иной степени. 3%, 4%, там 5, 10 там, и так далее. Есть, конечно, определенные параметры, за которые лучше не выходить, потому что там совсем беда будет. Вот. Но запланированный, скажем так, органический дефицит бюджета, это, в общем-то, нормально. То есть это способ стимулировать экономический рост. Правда, существует мнение, что ожидаемый экономический рост в реальных цифрах может нивелировать пресловутая инфляция. Однако финансовый аналитик Арман Бесимбаев уверен, последние действия Нацбанка помешают этому произойти. В следующем году достаточно много вот таких вот проинфляционных факторов. В том числе это государственные траты, которые тоже в экономику будут закачиваться, это и трансферты из нацфонда, которые тоже так или иначе будут попадать в экономику. Высокая базовая ставка Нацбанка, которая будет пытаться это все сдерживать, да, то есть она будет создавать вот этот вот навес давления на эту инфляцию.